Владимир Мацкевич – один из самых знакомитых белорусских интеллектуалов, философ, методолог, стваральник лятучага университету, уже 4 годы застаецца за кратами. Его затрымали ў жніўні 2021 и засудили на 5 годов позбавления воли за удел у мирных акциях, нібыта стварэнне экстрэмісцкага фармавання и крытыку Лукашэнкі. Падчас зняволення Мацкевич абвяшчаў галадаванне, каб дамагчыся суда, які доўга адкладаўся. Ён не хаваў сваёй пазіцыі, адкрыта выступаў супраць ціску на грамадзянскую супольнасць і заклікаў да пераменаў. Незважаючы на век і праблемы са здароўем, яго трымаюць у турме, неаднаразова змяшчалі ў штрафны ізалятар. У пачатку жніўня 2023 года палітычнаму вязню зрабілі планавую аперацыю. У дзень ягонага затрымання калегі філосафа публікуюць ягоныя працы пра дыялог як адзіны інструмент мірнага развязання крызісу ў Беларусі. Святлана Мацкевич, былая жонка палітвязня Владимира Мацкевича, з нами знаходзіцца на відэасувязі. Вітаем вас, спадарня Святлана. Добрый вечер. Спадарня Святлана таксама вядомая і экспертка ў галіне адукацыі, так, грамадзянскай супольнасці Беларусі. Да. Першае пытанне, натуральна, што са спадаром Владимирам, што пра яго вядома, ці падтрымліваеце вы сувязь, наколькі гэта магчыма, што са здароўем, што з ягонымі планамі на жыццё? Последним данным, по последней информации, он продолжает находиться в тюрьме в тех же прежних условиях, в которых он находится уже более 4 лет. Пока то, что мы имеем обратную связь, то, что более-менее те условия, его на данный момент пока устраивают, и он, наверное, к ним привык. Хотя я думаю, что к этому вряд ли можно привыкнуть. И мы все равно продолжаем ожидать, что, возможно, он выйдет раньше срока. За кратамі складана, вядома, палітвязням, але таксама цяжка даводзіцца і сваякам, і блізкім палітычных зняволеных. За 4 гады Владимир Мацкевич перажыў шмат усяго, як мы згадвалі ў нашым матэрыяле, гэта і галадаванне, утрыманне за кратамі без суда, аперацыя, шыза. За гэты час што для вас было найбольш складаным і што вам дазваляла трымацца? Очень тяжелый был вот этот этап, связанный с его голодовкой, когда он требовал предъявления обвинений в свою сторону, когда еще находился в СИЗО. И мне это было очень тяжело перенести эмоционально, потому что постоянно это было на грани, так скажем, жизни и смерти. И, собственно, в последний день, когда он закончил голодовку, на 13-й день, когда уже он потерял сознание, то есть для меня лично это был достаточно такой критичный день, и понимание того, что же там происходит, и вот это вот незнание, что же там происходит, то есть в каком он состоянии. Ожидать это было очень сложно и тяжело. И, собственно, уже на тот момент казалось, что уже пускай оно будет, как оно будет, только чтобы жив остался. Слава богу, она завершилась, голодовка, чем она завершилась. И, собственно, требования, которые он предъявлял, были удовлетворены. То есть обвинение ему было предъявлено. И далее, собственно, он пошел уже через суд и через реализацию этого наказания, которое ему было присуждено. Спадарня Конечно, Светлана. те условия, когда идет информация о том, что там он был в ШИЗО, то есть это не сообщает про то, что куда-то там переводят сразу, да. То есть мы это узнаем всегда в пост, в последнюю очередь. И, конечно, те условия, в которых люди, когда находятся там в ШИЗО и в дополнительных, так скажем, пыточных условиях, туда же, когда это приходит информация после, это тоже очень тяжело осознается и тяжело принять. Спадарня Святлана, я памятаю нашу сустрэчу са спадаром Владимиром канцы 19-го года, 2019-го, восень, зима. І там ще былі калегі, мы думалі над такім медыйным шоу некім стварыць, дзе вось розныя беларусы з рэз грамадства збіраюцца і вырашаюць якія праблемы, такое штосьці міні такую рэспубліку, так, і вось памятаю, мы тады сидзім слухаць і прыходзім да высновы са спадаром Владимиром, што у нас ўжо все грамадства гатова да пераменаў. Он кажа, няма толькі аднаго, няма імя.
Так, вот, хто павядзе, як это грамадства пойдзе, так, за кім і як яно пойдзе. 20-й год мы пабачылі, што так, грамадства гатовае, і мы пабачылі не адно імя, за якім беларусы гатовыя былі ісці, так, ну, скончылася, ці працягваецца, як скончылася, да? Але вось на сёння для беларускага грамадства, на вашу думку, які асноўны выклік, якое асноўнае пытанне? Ну, это то пытание, которое сейчас периодически вдруг начинает периодически всплывать. Это, собственно, вопрос диалога. И под этим, собственно, названием диалог каждый понимает что-то свое. Но диалог мы должны понимать, что это все-таки не столько так называемые переговоры между властью в стране и, там, и зарубежными партнерами или представителями других стран. В первую очередь наши проблемы белорусские можем решить только мы сами. И поэтому диалог, как национальный диалог, он должен происходить внутри белорусского сообщества. И тут, собственно, мне кажется, и наступают самые основные проблемы. Да. Мы думаем, что диалог — это в первую очередь, ну, как бы между людьми, между личностями, да, такое в межличностном формате. Если же мы говорим о политике, то имеется в виду диалог не столько между людьми, сколько между представителями тех или других социальных групп. Это более формализованная часть и технологически, и по содержанию. И, собственно, результатом надо понимать, что является и должно стать результатом этого диалога. Результатом этого диалога должна быть выработка тех правил, наших общих правил, национальных правил, по которым мы дальше будем, собственно, жить. И по этим правилам мы должны, собственно, договориться внутри. В этот диалог надо уметь еще и войти, да, не просто выразить свое личное мнение где-то там в социальных сетях, да, а нужно как бы соблюдать определенные процедуры, да, войти в этот формат, организовать этот формат диалога, внутреннего диалога. Он является сейчас на данный момент, мне кажется, очень важным, но, наверное, не столько своевременным, да, потому что повестка дня, по которой сейчас живет белорусское общество, она до сих пор расплывчатая, не совсем четко определена. Лично для меня вот такая повестка дня, пункт, связанный с освобождением политзаключенных, должен стоять на первом месте. Все остальное, там, свержение режима, установление там определенного порядка жизни в Беларуси и дальше должно идти уже потом. Да? И на самом деле мы не столько должны сейчас даже мечтать и четко определять, какая у нас будет будущая Беларусь, сколько четко понимать момент настоящего, ситуацию настоящего времени. Да? Так, А здесь и сейчас, ну, к сожалению, ситуация не в нашу пользу. Вот мы сами раздроблены как территориально, так и на уровне своих представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. То есть это нас разделяют этические представления, нас разделяют мечты, разные мечты. И вот такая вот попытка преодолеть эту разницу внутри себя, эти различия, и договориться, это, собственно, и является, мне кажется, сейчас наиболее актуальным моментом в повестке дня. Так, ну, калі казаць пра вот івент, это устаноўчы сход. Я памятаю, спадару Владзіміру увесь час тапіў за вось такі івент, што мае адбыцца па-новаму устаноўчы сход Беларусі, дзе мы вырашым, як, што жыць. Ай, часу мала, 1,5 хвіліны застаецца. Давай, напэўна, пра круглы стол спытаем. Так, вось... Нядаўна з'явіліся прапановы, нібыта новыя дзеля вызвалення палітвязняў, што вы на гэты конт так, думаеце. але там без Лукашэнкі, напрыклад, круглы стол, так? Зараз вот про гэты круглы стол. Бо я лічу, што праблема ў тым таксама, да, што вот кажется, все раскідана, всех рознае ўяўленне, потому што некаторыя беларусы лічаць, многія беларусы лічаць, што у Беларусі все пераважна татальна супраць Лукашэнкі і за умоўную ціханаўскую латушку. І таму яны хочуць, патрабуюць капітуляцыі, так, Лукашэнкі, так. А ёсць многа беларусаў, які разумеюць, што за 5 год беларусы ўнутры краіны змянілася шмат, што, в прынцыпе, грамадства змянілася, і, можа, ўжо людзям і трэба прымірэння, так, а не капітуляцыя, так, на пачатку перад дыалогам. Таму ну і пра круглы стол, не ведаю, у вас ёсць ремарка, няма ідэю Ціханаўскай?
Я думаю, что те усилия, которые сейчас пытаются говорить про круглый стол, и которые усилия прилагает, в частности, офис Светланы Тихановской, что это не совсем то, о чем говорил Владимир Маскевич, говоря про круглый стол, да. То есть это попытка, от имени белорусов, хотя такого подтверждения, всех белорусов причем, да, хотя такого подтверждения формально, официально мы на сегодняшний день не имеем. Срок фактически электпрезидентства, Светланы Тихановской вот заканчивается буквально на днях, через 5 дней. Учредительное собрание и круглый стол, про который говорил Владимир Маскевич, он, не делается отдельным какой-то структурой, демократической структурой, Так. которая от имени всех белорусов берет на себя, вот это вот право, выражать мнение и требовать что-то от властей официальных. То есть это совершенно другой процесс. Мало того, я думаю, что то, что сейчас заявляется про круглый стол с офисом Тихановской, противоречит той линии переговорной, которая идет сейчас по освобождению политзаключенных между Лукашенко и американской стороной. Да? И вот такое вот наложение этих двух процессов, оно скорее вредит, чем помогает.